Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для водолеев. Карта дня. Карта недели. Девятка червовая для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре, для тех, кто в ссоре. Это отношения. Теперь работа. Для тех, кто по найму работает, для тех, у кого свое дело. И финансы. Проблема недели, удача недели и совет. Девятка червовая выпадает водолеем на эту неделю. Карта говорит о том, что нужно встречать новое, что-то неожиданное прям спешит и стучится в нашу жизнь. Карта прям вот обещает очень скорые большие перемены. Это не только события могут быть, это могут быть и люди, да. Здесь перемены могут касаться и обучения, может быть касаться каких-то договоренностей. Это может перемены быть в отдыхе, да, то есть, может быть, допустим, кто-то работал, а теперь будет отдыхать, или наоборот, допустим, был отдых, теперь будет работа. Кроме того, здесь могут быть перемены даже в наших желаниях, в целях и планах. Перемены могут быть в семье, перемены могут быть даже в близком окружении. То есть, здесь очень много у водолеев событий. И, кстати, новые люди тоже могут приходить по этой карте. Эта карта у нас также связана с людьми, которые о нас заботятся, да, это может быть родители, это могут быть люди профессий таких вот, которые как раз этим занимаются, это врачи, это у нас там водители, это люди, которые как-то вот нас обслуживают, да, вот что-то еще с этим может быть связано. Ну и вообще вот эта карта, она очень такая подвижная, да, то есть все меняется, очень быстро события происходят, все друг друга, они друг друга сменяют, может быть и информация письменная какая-то приходить, может быть, кстати, реклама, если вы давали, допустим, объявление, может начать работать. Как-то вот здесь у вас начинает все двигаться очень хорошо. И, кстати, вот эта карта, она очень часто связана с транспортом. То есть поменять транспортное средство, продать, купить. Ремонт тут вряд ли, если только, может быть, потребуется неожиданный ремонт какой-то, да, то есть не запланированный. А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, семерка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете знакомиться как раз там через интернет. Это, знаете, такие карты, когда мы очень много общаемся там по телефону, по СМС и так далее. Это когда у нас большая аудитория, да, и мы со всеми понемножку. То есть даже если мы с кем-то и беседуем, как-то вот так поверхностно больше. То есть мы здесь просто заводим какие-то отношения, начинаем какие-то знакомства, но далеко это еще не идет. То есть неизвестно, что еще из этого получится. Если у вас интересы совпадут, то тогда да, этот человек или люди останутся в вашем окружении. Если нет, то со временем это все уйдет, отпадет. Теперь для тех, кто в паре, дама пиковая выпадает. Карта говорит о том, что может быть какой-то неожиданный подарок вам от вашего партнера, либо вы захотите его порадовать. Также карта у нас связана с переменами в доме, да. Может быть, действительно у вас здесь появится такое желание просто поменять обстановку, переставить мебель, там все убрать, помыть, постирать и так далее, да, то, что касается вашего жилища. И все это придется делать вдвоем, и, возможно, это будет не так просто, да, то есть много эмоций будет по этому поводу. Кроме того, здесь еще могут возникнуть какие-то неожиданные разговоры вот между вами двумя, когда вам придется какие-то обязательства на себя брать. Либо выполнять те обязательства, которые вы раньше на себя брали. То есть как-то вот ситуация может вас повернуть в такую сторону. Кроме того, вот здесь у нас
может быть приобретение, допустим, вот для женщин приобретение каких-то там одежды, платьев, косметики, каких-то украшений. В общем, может быть, ваш партнер будет вам дарить, может быть, вы будете об этом с ним договариваться. Для тех, кто в ссоре, выпадает Джокер, то есть эта карта очень часто бывает картой разрыва, да. Но смотрите, так как у нас здесь вот все по-новому поворачивается, вы либо можете с новым человеком познакомиться и сами захотите эти отношения разорвать, либо ваши отношения перейдут на новый уровень. Причем это будет, скорее всего, неожиданно для вас. То есть вот по этой карте нельзя точно сказать, будет ли перемирие. То есть очень многое зависит от того, как вот вы повернете ситуацию. То есть от вас зависит. И от вашего желания. Вы можете просто передумать, вы можете просто расхотеть с этим человеком общаться. Либо вы встретите другого человека, и вам покажется он намного более подходящий, интересный, да, чем тот, который был раньше. Для тех, кто работает по найму. Семерка червовая. Карта говорит о том, что здесь начинает что-то продвигаться. Скорее всего, вот вы прочно стоите на ногах, у вас есть связи, поддержка, скорее всего, и опыт очень хороший. И, видимо, вы и раньше вот на этом месте достаточно там зарабатывали, вас уважали, у вас хорошее такое имя. И, в принципе, для вас тут ничего не меняется. Может, конечно, обновляться ситуация, но она, опять же, к росту. Если же у вас не было вот стабильности в работе, то тогда в любом случае идет улучшение ситуации. Может быть, нужно будет подучиться что-то, заново начать, да, но в любом случае здесь рост, здесь улучшение. Тут даже не может быть и сомнений никаких. То есть вот по этой карте вы либо можете, кстати, занять более высокую должность в перспективе, либо вы можете как-то так проявить себя, вот засветиться, да, что на вас обратят внимание. Вот те люди, которые вот в вашей деятельности принимают решения, они вот что-то будут важное предпринимать для вас на этой неделе. То есть что-то такое важное. Но в любом случае вы в силе находитесь, у вас все хорошо. Также по этой карте очень часто идет семейная какая-то деятельность. Ну, может быть, на дому просто будете работать удаленно. Итак, следующая карта у нас шестерка червовая. Это для тех, кто своим делом занимается, своим бизнесом. Карта говорит о том, что какие-то новые повороты, новые перспективы открываются. Вот как бы здесь на вас эта главная карта тоже распространяется. И, скорее всего, вот те перемены, которые у вас есть, которые будут, они к лучшему. Карта, знаете, вот такой большой удачи во всем. Это могут быть люди, которые обладают статусом в обществе, да, они могут к вам приходить, помогать каким-то образом, либо становиться вашими партнерами, либо здесь может быть какое-то решение вот в законодательстве, может быть оформление каких-то документов, может быть юридический какой-то вопрос решен или даже судебный, да, то есть здесь, в принципе, очень хорошо у вас поворачивается ситуация. Вот какие-то важные люди помогут вам вот в выборе или победить. Либо ситуации складываются как бы сами собой, а вы лишь только реагируете. Очень хорошая карта для того, чтобы что-то менять в жизни в лучшую сторону. Какие-то были, если у вас мечты, планы, надежды, вот они могут начать осуществляться вдруг, да, то есть вы даже можете не ожидать этого, что это именно на этой неделе произойдет. Финансы. Десятка червовая. Карта говорит о том, что у вас либо общие финансы в вашей семье, да, то есть все, кто зарабатывает, в общий кошелек деньги направляют. И вот у вашего партнера может быть как бы тоже доход какой-то, да. Может быть от друзей, от каких-то тоже будет у вас доход. То есть, может быть, у вас общее дело какое-то есть. Но в любом случае у вас какой-то очень приятный способ на этой неделе зарабатывания денег. Либо это просто помощь какая-то, как подарок, может быть, от людей, которые вот вас очень любят, которые
хотят, чтобы у вас все было хорошо, да, а вы им доверяете. То есть, ну, как-то очень так приятно все в сфере денег происходит. Кроме того, вот здесь деньги приходят на личные нужды. Вот мы здесь говорили про транспорт, да, вот если смотреть по финансам, то, скорее всего, вот по транспорту, скорее всего, не получается у нас здесь продать. Скорее всего, здесь, если вы только будете что-то с автомобилем делать, то здесь покупка, потому что по финансам у нас не приходит такая сумма. Либо это просто та сумма, которую вам одолжат люди, которые, ну, как бы вам доверяют. Вот тогда, да, тогда вы можете вот купить автомобиль, если вот кто-то из близкого окружения вам поможет. А так вообще вот это финансы вот именно для личного кошелька. Это финансы для покупки там вещей каких-то необходимых, да, или для того, чтобы что-то в дом купить. Но для автомобиля здесь все-таки маловато. Теперь проблема. Проблема туз бубновый. Как раз вот у нас может быть проблема в деньгах, да. Может быть недостаточно как раз вот той большой суммы, которая нам нужна. И нам приходится брать у друзей, у близких. Либо мы здесь просто не можем осуществить какое-то свое желание. То есть в каких-то ограниченных находимся обстоятельствах. Может быть, кстати, как проблема выступать мужчина вот в возрасте от 35 до 45 лет, то есть может помехой какой-то быть нам, да, либо это может быть нездоровье, да, то есть вот недостаточно сил, может быть, не отдохнувшие мы, либо мы смотрим на все как-то скептично или негативно, тоже вот это может быть помехой. Для удачи выпала карта туз пиковый, то есть удача как раз в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с близкими людьми, доверять им, чтобы вот семья у нас была в приоритете, близкие люди были в приоритете. То есть, ну, по сути, чувства, да, чувства – это вот то, на что следует опереться. Или, может быть, просто заботы о близких. Также карта еще говорит о каких-то романтических влечениях, да? То есть, если, допустим, кто-то еще без пары, то удача как раз вот можно встретить человека, с которым будет очень приятно находиться рядом. Также еще у нас удача, если мы занимаемся каким-то творчеством, искусством, если прислушиваемся к своей интуиции, если, знаете, создаем какое-то доброе имя, славу добрую о себе. Это может быть, знаете, даже хорошая, допустим, кредитная история. Ну, в принципе, о кредитах мы не говорим. Это кредитная история у своих близких, у друзей близкого круга, когда мы брали и отдавали, да, то есть люди нам доверяют и поэтому могут нам денежек одолжить. Но вот таким еще образом может быть. Совет семерка пиковая. Карта говорит о том, что нужно обязательно, чтобы у вас были все разрешительные документы. Если у вас вообще какие-то договоры заключаются на этой неделе, нужно проверять все очень хорошо. Если нужно специалиста приглашать, в общем, здесь могут быть и ошибки, здесь может быть неправильно что-то оформлено. То есть очень важно вот на это обращать внимание. И вообще счета, платить по счетам, не откладывать, иначе потом будет сложно. Какие-то доверенности, может быть, еще какие-то бумаги тоже очень важно оформлять, если вот пришло время, не откладывать. И также карта может быть связана с какими-то дипломами, да, допустим, мы хотим воспользоваться новым предложением, да, и вот будем предъявлять, может быть, документы какие-то, которые нас характеризуют, там, наш опыт профессиональный, то, на что мы способны и так далее. То есть карта обращает наше внимание, что мы должны вот подтверждать то, что мы говорим, бумагами. Вот это будет хорошо. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Здоровья вам, удачи, всего вам доброго, до новых встреч.